Детская книга, нарды, фотографии и копия звезды героя посмертно. Эти ценные реликвии бережно хранят в музее Сунжинской 4-й школы, в которой когда-то учился герой России Алихан Калиматов. Ему здесь посвятили отдельный стенд. Алихан Макшарипович окончил нашу школу в 1986 году. Он является гордостью для нас, и именно поэтому с 2017 года мы с честью и гордостью носим его имя. Сегодня Алихану Калиматову исполнилось бы 56 лет. Он посвятил себя бескомпромиссной и последовательной борьбе с бандитами, не терпел беспорядка во всем, был исключительным патриотом, всегда и во всем поступал по совести. С 2000 года был сотрудником управления ФСБ России по Самарской области, получил высшее юридическое образование, нес службу в горячих точках. В 2002 году для дальнейшего прохождения службы был переведен в Москву. В 2006 был представлен к награде Орден Мужества, а спустя год, в 2007 году, в районе Газиюрта около 5 часов вечера его машина была обстреляна. От полученных травм Калиматов скончался в больнице. 17 сентября 2007 года на Алихана Макшариповича было совершено нападение бандитов. Его машина была обстреляна, и в его машине было найдено 130 пулевых пробоин. В его теле было найдено 13 пуль. Память о герое хранят не только в родных сердцах. Его имя увековечено везде, где он жил и трудился. В Самаре на бульваре имени Героя России Алихана Калиматова установлен памятный знак в его честь. На главном корпусе Самарского государственного университета, в котором учился Герой России, установлена в честь него мемориальная доска. В микрорайоне Крутые Ключи открыт бульвар имени Калиматова и установлен памятный знак. Мемориальные доски открыты в школе города Сунжа в Ингушетии, которую окончил Алихан Калиматов, а также в Москве в Управлении по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, где прошли последние годы его службы, указом президента Российской Федерации от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу Алихану Калиматову было присвоено звание Героя России посмертно. Он прожил недолгую жизнь, 39 лет, но оставил яркий след в истории своего народа. Его деятельность принесла очень много нужных вещей для нас, в принципе, и его жизнь, вся его жизнь, что бы он ни делал, это огромный пример для всех нас, потому что он был пример мужества, патриотизма, любви к своей родине. И в наших сердцах, в сердцах всех учащихся этой школы он великий человек, на которого стоит равняться. Ко дню рождения Героя России в Сунжинской 4-й школе, которая гордо носит его имя, было организовано обширное мероприятие. Почетным гостям, в числе которых члены Центрального совета сторонников партии «Единая Россия», провели экскурсию по музею, акцентируя внимание на личности Алихана Калиматова. Центральную стену нашего музея занимает экспонат, посвященный Герою Российской Федерации Калиматову Алихану Макшариповичу. После экскурсии гостей пригласили на мастер-класс по греко-римской борьбе. Он проводился в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России» под эгидой Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» и был посвящен памяти Героя России Алихана Калиматова. Здесь у ребят есть уникальная возможность увидеть мастер-класс, посмотреть мастер-класс от олимпийского чемпиона, нашего прославленного спортсмена греко-римского стиля Манкива Назира, и что он, в принципе, продемонстрировал. Учащиеся школы взяли максимум от этой встречи, смело задавали вопросы и заинтересованно слушали выдающегося спортсмена. Назир Манкиев, олимпийский чемпион, показывал очень хороший прием, поделился опытом своим. Стоять с Назиром Манкиевым в паре и быть его соперником – это честь. Я сам занимаюсь греко-римской борьбой, беру с него пример. Один из лучших борцов. В честь погибшего подполковника планируются и другие спортивные мероприятия. У нас сейчас будет первенство России, отбор на мир, Европу до 23 лет. И это будет проходить у нас в республике. Для нас это большой праздник памяти Героя России Алихана Макшариповича Калиматова. Жизнь Алихана Калиматова – пример судьбы, посвященной борьбе за справедливость и порядок, пример любви к родине. Потому-то он и сыскал любовь у всего народа. Хадиджа Евлоева, Билал Ахильгов, Магаз 24.